Указан, допустим, фонд социально-культурных инициатив, большая сумма, которая потом распределяется по нескольким организациям, нескольким грантам. Потом у нас было много проблем в связи с санкциями. Мы ведь всегда получали не через Грузию, никогда через Грузию не получали финансирование, всегда через российские банки, но в связи с санкциями пришлось, значит, обращаться в Армению и так далее. И там иногда просто по полгода эти суммы застревали и так далее. Поэтому я не знаю, откуда они это вытащили, мы так и не поняли. Где-то они, короче говоря, абсолютно не соответствуют действительности. И это, конечно, клевета. Потом иногда у нас бывают такие моменты, это старая история, но просто, может быть, иллюстративная. Когда мы пишем наши проекты, вкладываем какие-то мероприятия, инициативы, не всегда это как бы одобряется, но мы понимаем, что есть в этом необходимость, и тогда мы из своих зарплат оплачиваем эту работу. Так было, например, когда мы работали в Сухумском доме юношества, и спонсоры никак не могли понять, зачем вам секция абхазского языка. Вы в Абхазии, то есть мы понимаем секцию там, русского, английского, китайского, но зачем, то есть они удалили вот это. Мы тогда просто получали зарплату, делили ее пополам, и существовала секция абхазского художественного слова, благодаря которой у нас сегодня несколько ярких имен в абхазской поэзии. Так что есть вот такие моменты, но просто это никого не интересует. Я хотела сказать, что если, конечно, вот это выступление заместителя председателя СГБ, я его не смотрела и не буду смотреть по разным, в том числе... Но распечатку видела. В том числе субъективным причинам. Но мне кажется, оно очень беспомощным на самом деле, потому что оно демонстрирует невладение этим очень важным институтом информации и непонимание того, какое общество они должны охранять, и незнание людей, которые, значит, работают уже много десятилетий.